День Святого Валентина. Что это? Праздник всех влюбленных? Или исполненный разврата день? Календарно узаконенная оргия? Вся история этого псевдопраздника с древних времен и до наших дней твердит о том, что праздновать его нормальные люди не могут, не должны. Цветы, открытки, слова любви – за ними стоят массовые избиения женщин плетьми, нарушение законов, ложь, коммерция, голубиный помет, гомосексуализм, пропаганда и другие грязные явления, присущие цивилизации. Стоп! Не верите? Тогда давайте по порядку. Ежегодно 15 февраля в постепенно гниющей, развращенной, раздираемой всеми возможными кризисами Римской империи отмечались Луперкалии, фестиваль эротизма в честь богини лихорадочной любви Джуно Фебруата и покровителя стад Фавна, он же Луперк. Самый известный поисковый сервис по запросу картинки на слово «фестиваль эротизма» выдал нам это. Как вам такой фестиваль? Приняли бы вы в нем участие? Тогда в Риме была очень высокая детская смертность. Оракул известил, что для повышения рождаемости необходимо пороть беременных с помощью жертвенной кожи. И каждый год в месте, где по легенде волчица выкормила Ромула и Рема, это основатель Рима, проводился праздник. После обильного пира молодые люди раздевались догола, брали бичи из кожи жертвенных животных и выходили в город пороть беременных женщин. Самое странное, что женщинам это, в общем-то, нравилось. В конце V века уже нашей эры римская церковь в лице папы Геласия I пыталась запретить языческий праздник. Луперкалии с 15 февраля перенесли на 14 и назначили им небесного покровителя, святого Валентина. Ученые не могут сойтись в едином мнении по поводу его личности. Жил он или нет, казнил его Клавдий II или нет, а если да, то за что? За проповедническую деятельность среди молодежи или за то, что Валентин, вопреки императорскому запрету воинам жениться, венчал их? Если верить средневековой книге «Золотая легенда», после встречи с Клавдием Валентин был брошен в тюрьму, где якобы исцелил дочь тюремщика. Автор «Золотой легенды» Яков Ворогинский вообще любил приврать, но даже он не осмелился приписать Валентину с Джулией мимолетный предсмертный роман. Это сделали за него позже наглые переписчики. Как священник, вероятно, никогда не имевший романтических отношений с женщинами, оказался во главе Дня влюбленных? Те, кому выгоден праздник, естественно, упорно отстаивают версию о самоотверженном романтике, восставшем на стороне влюбленных против тирана-императора. Давайте попробуем представить подобную ситуацию в настоящем. Перенесем ее в наше время. В современную воинскую часть ночью пробирается фанатик с толпой девушек, женит их на ком попало и исчезает. И в те времена незадачливый сутенер был брошен в тюрьму, и в наши получил бы как минимум 15 суток. Но вместо того, чтобы одуматься, он заводит роман со слепой дочерью тюремщика. А первая Валентинка – это, в общем-то, предсмертная записка. Любовные записочки сначала писали сами влюбленные, но уже совсем скоро теплые чувства, вложенные в Валентинки, похолодели вместе с появлением и тотальной победой открыток, изготовленных промышленным способом. В 1847 году некая Эстер Хауленд знатно приподнялась на производстве этих открыток на основе английских образцов. Бизнес приносил семье $100 тысяч ежегодно. Популярность валентинок в Штатах в XIX веке стала предвестником коммерциализации праздников вообще. Каждый год в День влюбленных в мире рассылается 1 миллиард открыток. Больше только на Рождество. 85% всех открыток покупают так легко внушаемые женщины. Валентина как День влюбленных стали праздновать в XIV веке. Широко праздновать в 40-х годах XIX века в Англии и США, откуда зло и распространилось по миру. В
В 1969 году католическая церковь исключила Валентина из церковного года. 14 февраля сделалось днем святых Кирилла и Мефодия, но было уже поздно. Современные символы праздника – стилизованное сердце, голубок и купидон. Сердце рисуется теперь совершенно определенным образом. По распространенной точке зрения, происхождением символа сердце обязано паре лебедей, плывущих навстречу друг другу на фоне ярко-красного заката, пересекающихся головами и основаниями шеи, формируя остроконечный низ. Психолог Гальдино Пранзароне считает, что символ сердца имеет происхождение от особенностей женской анатомии, указывая на то, что античные люди ассоциировали женскую красоту прежде всего с формами женского тела со спины. Еще одна версия происхождения символа в его сходстве с семенами растения сильфий. Изображения с ними найдены на монетах при раскопках в Кирене. Семена тогда использовались в качестве природного контрацептива и абортивного средства. Какой бы версии мы ни придерживались, это сердце не похоже на человеческое. Об этом пел даже Стинг. Голуби, благодаря пропаганде, на которую были брошены лучшие, Иоанн Креститель, Моисей, Пикассо, стали символом мира. Миролюбиво-безвластный и нежный характер, который приписывается этой птице, в противоположность ее реальному поведению, делает ее воплощением кротости и любви, а наряду с этим пугливости и болтливости. Уже в античные времена голубки было эротическим ласкательным именем любовников и пренебрежительным прозвищем продажных девиц. Голубиный помет – не только неэстетичная неожиданность. Скопление испражнений и материалов для сборки гнезд в местах гнездования голубей может даже нанести вред здоровью человека. Испражнения и перья голубей могут быть переносчиками различных заболеваний, типа голубиного орнитоза, псевдотуберкулеза, кистоплазмозиса и пищевых отравлений. Купидон, он же Амур, он же Эрот. К чему так много кличек? Зачем такая конспирация? Наглый толстый младенец с оружием. В Древней Греции в честь Эрота устраивалось празднество – Эротидии. Кроме того, Эрот, как бог любви и дружбы, соединявший юношей и мужчин, пользовался почитанием в гимназиях, где статуи Эрота ставились рядом с изображениями Гермеса и Геракла. В отличие от великого Геракла, Купидон всегда стреляет из-под тишка. В субботу, 14 февраля, День Святого Валентина. Скажите, вы будете его отмечать? Ну да, все будут отмечать, и мы будем отмечать. А вы планируете отмечать День Святого Валентина? Не знаю. В субботу День Святого Валентина. Вы планируете его отмечать? Ну, по-любому, почему нет? Очень нормальный праздник. Ну, хотя нет, мне он не очень нравится. А мне нравится. Ну, с кем мне отмечать? Мне уже 7-й десяток. Ну, с вами давайте отметим День Святого Валентина. Пожалуйста, приходите. Приходите, я буду вас очень ждать. Спасибо. Приходите. Вы планируете отмечать День Святого Валентина? Да, Каким образом? с девушкой со своей. А она такая же, да, как вы? Да. Вы собираетесь отмечать в субботу День Святого Валентина? Денег нет. Кризис. А вы почему? Ну, потому что еще не нашла свою любовь такую. Вы будете отмечать День Святого Валентина в субботу? Что Валентин в субботу? Обязательно. Это праздник для всей России. Ну, по 150, 2 огурца и банку молока. Молодой человек, вы планируете в субботу отмечать День Святого Валентина? Нет, я не планирую. Но если я не поздравлю свою девушку, то у меня, наверное, не будет секса неделю. Вы будете отмечать День Святого Валентина в субботу? Обязательно. Скажите, вы будете отмечать в субботу День Святого Валентина? Сейчас все. Закончилась любовь. В последнее время поднимают голову и противники праздника. Основные претензии, которые они предъявляют, это коммерциализация и переоценка романтической любви, или, по крайней мере, ее роли в современном обществе. Антивалентинисты говорят, любовь придумали на Мэдисон-авеню, чтобы продавать духи и шоколад. Добавим и открытки. День влюбленных многие называют праздником Hallmark, крупнейшей мировой компании-производителя открыток.
Hallmark заработала на чувствах людей, по данным журнала Forbes, 4 миллиарда 400 тысяч долларов в 2007 году. Теперь у всего есть цена, даже у любви. Праздновать или не праздновать Валентина – решать вам. Вы можете выбрать другой день. Например, в 2008 году Совет Федерации России одобрил инициативу учреждения 8 июля – Дня супружеской любви и семейного счастья, в день памяти покровителей благополучия в супружеских отношениях Петра и Февроньи Муромских. Вы можете не дать капиталистическим акулам заработать на своей любви, но вы уже никогда не измените историю, полную дикости, мерзости, предательства, трусости и лжи, историю человечества и Дня Святого Валентина.